Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня четверг, 20 сентября, и мы, утренние ведущие Влад Портнов и Светлана Звонарева, помогаем вам проснуться этим утром, сделать его добрым, информационно насыщенным и полезным. Сегодня много тем для разговора, в том числе и серьезных, и вот о чем пойдет речь в частности. Главное не победа, а участие. Отмечаем Международный день студенческого спорта. Школьные годы, правильно подобранная парта – залог хорошей успеваемости. Приятного аппетита! Готовим быстро и просто. Сегодня, 20 сентября, в Международный день студенческого спорта стартует эстафета огня зимней универсиады 2019 года. Церемония зажжения огня студенческих игр состоится в итальянском Турине. Ну а потом факелоносцы пронесут огонь по улицам 30 городов России, в том числе и Казани, конечно же. Огонь универсиады прибудет в столицу Татарстана из Архангельска 10 ноября. Старт эстафеты огня будет дан возле Дворца земледельцев, а финишной точкой станет главное здание Казанского федерального университета. Эта новость – хороший повод поговорить этим утром о студенческом спорте в нашем городе. Ни дня без спорта. Под таким девизом живет лучший студент года России Нафис Сиразиддинов. Магистрант второго курса Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета пробегает 10 километров ежедневно, тренируется на спортивной площадке, играет в хоккей, футбол и волейбол в студенческих спортивных клубах. Благо, в КФУ их много, и все условия для физического развития студентов имеются. При каждом институте Казанского федерального университета есть свои команды и по волейболу, и по легкой атлетике, и по баскетболу, футболу. Я лично играл и за футбол, за сборную института, бегал в эстафете традиционной легкоатлетической, которая в мае проходит в университете за сборную института, поэтому эти возможности для студентов тоже есть. Привычка к спорту сформировалась с детства. Родители всю жизнь ведут активный образ жизни, и сына приучили к этому. Нафис не отстает. Сейчас тренируется в команде родного института по футболу. А в 2013 году ему выпала честь быть факелоносцем огня универсиады. Говорит, не ожидал, что это произойдет второй раз. Для меня, да, очень здорово и почетно, что я вновь стал факелоносцем эстафеты огня уже универсиады, которая будет в Красноярске. Я в 2013 году был факелоносцем эстафеты нашей летней универсиады, бежал в Менделеевске у себя, тоже в том числе и спортивные заслуги. Но и вот сейчас здорово, что республика предоставила такую возможность опять по улицам уже Казани, столицы республики, пробежать с факелом. Это будет очень здорово, я думаю, готовимся к этому. В марте 2019 года в Красноярске стартует зимняя универсиада, на которой студенческие команды и спортсмены со всего мира соберутся, чтобы участвовать в состязаниях по нескольким десяткам видов спорта. Татарстанские вузы ответственно подходят к развитию спортивного движения. В систематические занятия физкультурой и спортом вовлечена как минимум половина от общего числа студентов. Соревнования всегда проходят в рамках университета между институтами. Есть и межвузовские соревнования, которые проходят на базе различных также спортивных объектов. И по хоккею также есть соревнования. Есть студенческая лига хоккейная, есть и футбол. По футболу соревнования также. По всем видам спорта есть. Вот совсем скоро будет по академической гребле даже соревнования будут среди студентов. Будем надеяться, что студенты из Татарстана покажут отличные результаты на Красноярской зимней универсиаде, который фактически дан старт сегодня, в Международный день студенческого спорта. Эстафета огня из итальянского Турина доберется до Казани уже в ноябре, и Нафис Сиразиддинов в числе других 20 факелоносцев из нашей республики снова пронесет огонь универсиады. Ну и продолжаем тему разговором о том, как приобщают к спорту и к здоровому образу жизни в Казанском центре физического развития и спортивного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорим с Русланом Зирбековым и Юрием Лениным. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Юрий, первый вопрос к вам. Вы профессиональный боксер, мастер спорта. Вот как вам работается с такими вот особенными детьми и подростками? С детьми работается, в принципе, очень даже приятно. Очень приятно, даже это доставляет большое удовольствие
и даже, наверное, это счастье видеть в глазах занимающихся детей с ограниченными возможностями по здоровью, видеть их радость, задор, огонек в глазах. Просто им это нравится, и им нравится то, что они могут работать с детьми совместно со здоровыми и выполнять ту же деятельность, что и делают, что это доступно всем и каждому. Но тем не менее, к ним ведь нужен особый подход. Безусловно, у нас каждому Какая-то свой техника подход. может быть другая. Да, свой подход каждому у нас индивидуальный, то есть и нагрузки выбираются, исходя из возможностей каждого ребенка. Но все пока справляются работать в общей группе. С какого возраста дети начинают заниматься? Ну, вы только с боксерами работаете, да? Да. А с какого возраста вы берете к себе детей? Ну, чаще всего это 7-8 лет и уже и старше. Ну, бывают и уже более-менее способные дети, кого-то можно брать уже даже с 6. Но ведь, наверное, все-таки не все могут чисто физически заниматься этим видом спорта. Конечно, есть какие-то особенные ограничения по здоровью, которые не позволяют пока заниматься в общей группе с детьми, поэтому мы их перенаправляем, с такими занимаются на тэквондо, например, есть занятия, да. Но чаще всего сильными особо не рождаются, то есть и все вот эти навыки и физические возможности, они приобретаются со временем на тренировках именно. Поэтому многие вот стесняются приходить на занятия, думают, что вот они слабые, какие-то вроде бы как бы немощные по сравнению там со сверстниками и так далее. То есть, это такое заблуждение. Ну, а все большие спортсмены всегда когда-то были... Все слабыми, приходят первый немощными. раз, все приходят первый раз и ничего не умеют. Спортивные достижения. Понятно, что медали и кубки – это здорово, но ведь, наверное, самое главное – это не победы в соревнованиях, а какое-то еще и духовное развитие, эмоциональное, победа над собой, психологическое, победа над собой еще, наверное. психологическое развитие. Есть ли какие-то изменения, наблюдаете ли вы? Да, конечно. Я даже больше, наверное, уделяю внимание этому при работе с детьми, ну, также с детьми и со взрослыми. На соревнованиях выступать – это хорошо, но самое главное, что доступно для всех, это на занятиях люди перебарывают себя, учатся работать, преодолевая трудности, повышают веру в себя. И каждый день мы сталкиваемся с различными трудностями, с различными страхами. И дети, занимающиеся единоборствами, они легче переносят любые стрессовые ситуации. Спорт помогает. Обязательно. Да, Руслан, и следующий вопрос к вам. Вы специалист по медицинскому массажу. Да. Так и да? Есть мнение, что благодаря усиленным тактильным ощущениям слабовидящие специалисты по массажу, лучшие специалисты. Вот так ли это? Это безусловно, если бы у меня было пособие со шрифтом Брайля, вы бы могли это наглядно почувствовать. Конечно, да, но здесь необходимо понимать, что массажу нужно обучаться в учебных заведениях, наверное, с глубокой, хорошей базой. То есть сейчас очень много курсов, и, к сожалению, трудно сказать, даже незрячие имеют возможность интегрироваться, так скажем, в зрячие учебные заведения поступать и прочее, да. Если говорить о незрячих и о зрячих, это, безусловно, тактильность, скажем так, у нас выше, но тут нужно еще медицина, штука сложная, и здесь, к сожалению, наверное, нужно понимать, что на это не стоит особо рассчитывать. Но, безусловно, незрячие чувствуют, конечно, То есть тоньше. учеба все равно нужна. Обязательно, Да. на это не стоит особо рассчитывать. И мы понимаем, что в центре вы помогаете приобрести эту профессию или какие-то навыки, какой-то обмен опытом происходит? В центре мы ничего не преподаем, по сути, но в центре обучаем детей и родителей, как детей обучаем, как взаимодействовать, допустим, с теми ситуациями, когда им здоровье не позволяет, да, вот что-то сделать, какой-то трудовой навык приобрести. Вот. А родителей обучаем, наверное, лучше взаимодействовать со своими детьми. То есть не подвергать их, не залюбить, не подвергать гиперопеке, а просто воспринимать их Как нормально, Как обычных людей. как обычных людей. как, наверное, членов общества, которым можно, и своих детей, которым можно
интегрировать в общество, максимально социализировать. Ну что ж, спасибо большое. Вы делаете большое дело. Мы вам желаем удачи. Да, Мы вам успехов желаем вам. развития. Пускай Спасибо. центр Спасибо становится все приятнее для того, чтобы там быть и работать. Спасибо вам. Доброго дня, хорошего настроения. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. Доброе утро! Общий гороскоп обещает, что сегодняшний день принесет много эмоционального, теплого общения. А вот как он сложится для каждого из знаков зодиака. Овны, вы успешны, полны энергии, сходу преодолеваете барьеры, но при этом вы преследуете исключительно личные интересы, а порой не прочь пойти по головам. Чтобы сохранить хорошие отношения с людьми, избегайте агрессии и самовлюбленности. Так советуют звезды. Тельцы, взявшись за дело, не теряйте времени. Пока вы действуете под влиянием энтузиазма, вы способны свернуть горы. Возможно, вы решите по-новому обустроить быт или произвести революционные изменения в общении с близким человеком. Близнецы, ваши амурные планы могут оказаться на втором месте из-за встреч с друзьями. Чем сильнее вы одержимы желанием что-то изменить в своей жизни, тем менее спокойным и предсказуемым будет для вас этот день. Сегодня успех достается смелым и отчаянным ракам. Стимулом для рывка может стать взятие новой высоты, реклама талантов или бизнеса и получение прибыли. С самого утра львы бодры и настроены на победу. Возможно, вы захотите не только проложить себе дорогу в будущее, но и попутно взять реванш за прежние поражения. Сегодня у вас столько драйва, что вы без труда осуществите обе цели и при этом даже не устанете. Благоразумные, экономные по природе девы сегодня способны поддаться авантюрному духу и пуститься, как говорится, во все тяжкие. Вопреки построенным ранее планам, да и простому здравому смыслу, целью ваших действий может оказаться крупная покупка. Подумайте, настолько ли она важна для вас. Продолжаем программу. Поговорим о покупке, которая может и оказаться крупной, но весьма важной для вашего ребенка. Выбор правильной парты для занятий школьника дома также очень важен. Доброе утро! Как организовать домашнее рабочее место для школьника? Сегодня выбираем правильную парту и стул. Смотрите! В магазинах большое разнообразие моделей парт. Они могут регулироваться, то есть расти вместе с ребенком, а также есть обычные столы с ровной поверхностью. И все-таки, какой должна быть парта? Первое требование – она должна быть отрегулирована под рост ребенка. Ребенок сидит правильно, и наклон столешницы регулируется по наклонам для чтения, для письма, для рисования. Вот, пожалуйста, потому что наклон столешницы именно не сам ребенок будет наклоняться, а вы будете регулировать наклоны. Регулируемый угол наклона столешницы снизит нагрузки во время занятий. А чтобы глаза ребенка не уставали, нужно создать в рабочей зоне правильное освещение. Если правша с левой стороны, открывается доступ к занятиям. А если ребенок левша, то с правой стороны освещение должно падать на рабочую зону. Если вы хотите, чтобы у ребенка был порядок на столе, выбирайте парту с встроенным пеналом, выдвижными ящиками, дополнительными полками для тетрадей, ручек и карандашей. Также очень важно сохранить правильную осанку и распределить нагрузки на ноги. Стульчик регулируется таким образом, что ребенок садится, у него коленки должны быть под углом 90 градусов, и стопа должна упираться о пол. Нравится тебе, да? Очень удобно. Какую бы парту вы ни выбирали, выбирайте ее вместе с ребенком, чтобы он смог посидеть за ней и оценить, насколько ему это комфортно. Также не забывайте про безопасность и качество материалов, использованных в изготовлении парты. Не стесняйтесь попросить у продавца показать вам соответствующие сертификаты. Удачных вам покупок! Класс, отличная парта, современная, модная. 11 лет нужно учиться в школе, да, и поэтому нужно Парту на заботиться. вырост? Нет, не то, что парта на вырост, но заботиться о здоровье ребенка нужно вот прям с первого класса. Переходим к другой теме. Запах горячего кофе, как ничто другое, настраивает на то, чтобы утро было добрым. Но если чашка кофе натощак, все, что вы привыкли употреблять перед работой, вы серьезно рискуете заработать изжогу, гастрит или язвенную болезнь. Большинство из нас с удовольствием бы съели с утра пару блинчиков или сырников, желательно с джемом. Но, к сожалению, такой завтрак не может быть частым. Он не так полезен из-за простых углеводов, которые быстрее повышают уровень глюкозы в крови. С джемом.
с вареньем. Сытные Со сметанкой, со сгущенкой, с чем угодно. Сытные блинчики с мясом или грибами лучше оставить для обеда или ужина. Ну, кстати, сейчас мы расскажем, как можно приготовить блины с шампиньонами. Тоже неплохо. Блинчики с грибами. Для приготовления блинчиков с грибами вам понадобится 200-250 мл молока, 2 яйца, 150-200 граммов муки, 300 граммов оливкового масла, половинку луковицы, 150 граммов шампиньонов, 100 граммов сыра, 1 чайная ложка соли и 2 чайные ложки сахара. Приготовьте тесто. Для этого в большой миске перемешайте яйца, соль, сахар, молоко и муку. Добавьте масло и все тщательно перемешайте. Нарежьте пластинами грибы. Мелко лук и обжарьте до готовности, приправив и посолив по вкусу. Натрите сыр. На раскаленной сковородке испеките блинчики как можно тоньше. После того, как начините их грибной смесью и свернете, еще раз обжарьте. Приятного аппетита! Ну, можно сказать, и позавтракали. Да, Пусть и визуально. Ментально. Еще одна тема, которая для кого-то актуальна по утрам. Ну, для мужчин. Исследовательский центр в Ньюкасле провел опрос среди женщин, чтобы выяснить их отношение к мужской бороде, которая уже не первый год как вернулась в нашу жизнь. Оказалось, что образы бородатых мужчин производят впечатление брутальности и взрослости. Такие мужчины, по мнению опрошенных участниц, отлично подходят для продолжительных отношений. Влад, сейчас я вот по-другому на тебя посмотрела. Да не даже надо. После таких исследований. Брось ты это. Модель мужского лица с легкой щетиной была оценена как мужчина, подходящий для легкого флирта, так и для серьезных отношений. Ну а мужчины вовсе без бороды воспринимались как немужественные и более юные. Вот ты такой у нас универсальный получился. Если вы решили поддаться веянию моды и отпустить бороду, именно бороду, а не отрастить щетину, помните, женщинам нравится ухоженная растительность на вашем лице. Вот пример. Сегодня у нас в гостях Кирилл, он же Децл, он же Литрюк. И сегодня именно на его бороде мы покажем вам, как правильно ухаживать и что же делать, чтобы быть обладателем хорошей и красивой бороды. Для начала нужно хорошенько вымыть бороду. Сейчас мы вам это покажем. После того, как мы тщательно вымыли бороду, ее нужно сделать мягче. В этом нам поможет бальзам. Использование бальзама делает бороду более мягкой. Мягкая борода более послушная и легче принимает нужную нам форму. Следующий этап – сушка, чтобы придать бороде форму. Горячий воздух отлично выпрямляет волосы. Сейчас мы займемся корректировкой формы.
Стрижка бороды делится на два вида. Это моделирование и стрижка усов и бороды. Моделирование от стрижки отличается тем, что в моделировании мы пробриваем форму, а в стрижке мы ее простригаем. Кирилл у нас носит более брутальный вариант бороды, поэтому мы оставляем легкую небрежность. Следи за своим внешним видом и будь мужчиной. Оказывается, как все непросто. Я-то думала, не брейся, и вот уже такой вот. Ну, во-первых, и все готово. Я бы обратил внимание на то, что когда еще увидишь Децла на канале ТНВ, ну вот только в нашей программе. Во-вторых, да, борода – это серьезное дело. Поэтому, когда женщины жалуются, вот, нам нужно делать эпиляцию, нам нужно делать ногти, мужчинам тоже непросто. Вы еще не знаете, что такая борода. Да. Не знаю, будут ли у нас сегодня герои с бородами или нет в наших программах на ТНВ. Сейчас узнаем, давайте посмотрим. Дом, который я хочу купить, ничего особенного из себя не представляет. Так, обычный сельский дом, можно даже сказать, немного старый. Тем не менее, я хочу вам предложить за него 1,5 миллиона. И это не считая комиссионных. Хозяйка дома не собирается продавать дом. В этом вся проблема. Хозяйка риэлторской фирмы, прельстившись щедрыми обещаниями своего клиента, пытается уговорить Тамару продать дом. Но для Тамары этот дом – символ того времени, когда она была счастлива здесь с мужем и дочерью. Однако Алла не собирается упустить лакомый кусочек. Оплачено любовью. Смотрите в полдень на ТНВ. Посуда, вот если вы ее возьмете просто в руки, она теплая, то есть вот она живая, которую хочется держать. Он в лес бежал из городов, да не один, а вместе со своей семьей. Дипломированный юрист и экономист, теперь они мастера народных промыслов. В этом и в единении с природой находят свое вдохновение. А в творчестве используют только природные материалы и следуют древним традициям. «Каравай» смотрите сегодня в 13:00. Мотор забарахлил. Почему-то всегда на этом самом месте. Заколдованное, наверное. А может, тут какие-нибудь лучи действуют, а? Может быть. Научный центр рядом, не так ли, лейтенант Кириллов? Так? Так точно, товарищ капитан. Да. Разрешите отлучиться. Разрешите мне отлучиться. Только по-ракетному? Есть! Герои фильма «Бравые ракетчики», новобранец Лагода, талантливый, но легкомысленный радиолюбитель. У него натянутые отношения с лейтенантом Кирилловым, который обвиняет Лагоду в разрыве с любимой девушкой. Но в конце концов все личные и служебные недоразумения разъяснятся, любовные отношения наладятся, а Лагода станет хорошим специалистом и даже примет участие в перехвате настоящего самолета-нарушителя. «Ключи от неба» — замечательный фильм, стоит посмотреть. И, кстати, я еще обратил внимание вот на что. «Ключи от неба» как раз в тему, что мы сейчас начнем. Да, сейчас мы к небу вернемся. Заметила, значит, главного героя, у которого были усы? Так вот, усы нынче тоже в моде. Правда? Я не в тренде? Приму к сведению. У тебя сегодня какое-то чувство юмора слишком активное с утра. Ладно, хорошо. Все, ладно, к небу возвращаемся. Теперь о погоде. Синоптики пока не могут порадовать нас приятным прогнозом. Сегодня ожидается осенняя погода, прохладная, с температурой воздуха в Казани до 16 градусов, ну и вероятными дождями. Ночью будет еще прохладнее, до 11 градусов и тоже вероятны дожди. При этом влажность воздуха будет достаточно высокой, до 88%. Улучшение погоды стоит ждать к выходным. Ну, будем на это надеяться. Да, ну а мы дальше порадуем вас более приятной информацией и полезной, потому что впереди реклама, она будет недолгой.
И снова здравствуйте. Продолжаем программу важным разговором, который, к сожалению, пока еще остается актуальным как у нас в республике, так и в стране в целом. Речь о злостных алименщиках. И мы встречаем очередного гостя программы. Это Альберт Ибитуллин, исполняющий обязанности начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан. Доброе утро. Доброе утро. Альберт Раисович, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с задолженностями по алиментам после начала работы специальной комиссии, которая недавно была создана? По итогам 8 месяцев у нас в целом по республике на исполнение осталось около 21 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментной задолженности. В целом, да, действительно, в августе месяце у нас уже в полном объеме зафункционировала рабочая группа по взысканию алиментных обязательств, которая распространяется свои действия на республиканском уровне, а также межведомственные комиссии созданы и на муниципальных образованиях республики. В целом работа отмечается положительная. По всем злостным неплательщикам алиментов применяется административная юрисдикция в виде привлечения по административным статьям 5.35, а также дальнейшее возбуждение уголовного дела по 157 статье в случае неуплаты алиментных обязательств. Как эта сама группа, вот недавно созданная, как она работает? Функционирует, да. Ну, все у нас построено именно на межведомственном взаимодействии в части с участковыми уполномоченными. То есть по поиску злостных неплательщиков алиментов проводятся совместные рейдовые мероприятия с участием глав сельских поселений. То есть вы по домам ходите? Как правило, категория взыскания алиментных обязательств, она, да, подразумевает больше посещать должников именно по местам их либо работы, либо жительства или нахождения фактического. Вот словосочетание «злостный алименщик», да? Злостный можно так назвать, что он злостный? Вот какая злостный сумма должна быть? неплательщик алиментов – это тот гражданин, который в течение 2 месяцев не исполняет обязательства по алиментным платежам. 2 месяца. То есть, если даже сумма небольшая, там 2, 3, 5 тысяч рублей, это уже он считается... Ну, как правило... За 2 месяца не может быть такой суммы? Нет, в общем-то, 2, 3, 5 не может, потому что в среднем расчет задолженности, если должник у нас официального источника дохода не имеет, рассчитывается по средней месячной заработной плате. А какие мероприятия с неплательщиками проводятся? Ну, законодателям даны довольно широкие полномочия в сфере взыскания алиментных платежей, такие как обязательства, это взыскание с помощью ареста и изъятия имущества, также административной юрисдикции, как я вот сказал выше, уголовная ответственность должников, ограничения в праве на выезд за пределы Российской Федерации, ограничения в пользовании специальным правом управления транспортным Недавно средством. наблюдал на дороге работу, я предполагаю, ваших коллег, да, по рейд по автовладельцам, по автомобилистам. Действительно, рейдовые мероприятия у нас проходят еженедельно с участием сотрудников ГИБДД. Это было рейдовое мероприятие с применением АПК «Дорожный пристав». То есть, да, действительно, мы выставляем камеры, где камера фиксирует должников, сотрудники ГИБДД данное автотранспортное средство останавливаются, и уже как бы с должниками идет работа непосредственно с судебными приставами исполнителя. Так, ну остановили, допустим, вот он должник. Что происходит дальше? Должнику вручается уведомление о том, что имеется задолженность. Некоторые должники могут и не знать о существующей задолженности ввиду каких-то там обстоятельств. В случае, если должник готов оплатить данную задолженность на месте, да, ему предоставляется такая возможность. Он может либо картой, либо непосредственно денежными средствами через терминал оплатить. В случае, если должник надлежащим образом уведомлен, однако никаких предпосылок к исполнению акта органа либо судебного решения нету, то тогда на месте уже применяется мера принудительного исполнения. Как правило, это арест имущества должника. Нет, вот арест хорошо, а вот вы говорите, что... Арест хорошо. Нет, я не к тому, потому что бывают меры и строже. Я имею в виду уголовную ответственность. Вот с какого момента она наступает? Какой должен быть срок неуплаты или количество, может быть, вот сколько, в деньгах уже, скажем так? И если это действительно, были ли реальные случаи, реальные сроки? Пояснить, вообще есть уголовная ответственность в целом в службе у нас, это по различным статьям. Такие случаи пока еще неизвестны. Нет, случаи бывают. Реальные сроки, это нам подведомствуют такие статьи Уголовного кодекса, как 157-я, это по алиментным обязательствам, как я отмечал, 315, 312, 177-я. Наиболее распространенная, это, статья 177-я за неуплату кредиторской задолженности свыше 2 250 000 рублей. То есть, если должник не оплачивает и уже есть какая-то злостность в действиях должника по неуплате задолженности, то уже применяются уголовные меры преследования.
Так, 250. Хорошо, запомнили. Ну и еще один вопрос. Вот вы работаете с людьми, с неплательщиками, видите их практически каждый день. Как они сами реагируют? Они скорее спорят, они скорее не соглашаются или чем объясняют свое такое поведение? И вообще, я бы хотела узнать, какой социальный слой. Вот это действительно люди, которые не могут это сделать по каким-то особым причинам? Или бывают люди и состоятельные, которые просто не хотят по Вообще каким-то причинам? категория должников, она, к сожалению, различна. Да? Туда входят и более состоятельные граждане, есть и лица, у которых по каким-то жизненным обстоятельствам действительно нет возможности по своевременной уплате. Ну, есть и злостные должники, которые знают о своей задолженности, уже как бы всячески уклоняются от этой уплаты, скрываются от службы судебных приставов, никак не реагируют на извещения службы. И вот уже по данной категории именно злостников уже идет существенные меры принудительного исполнения. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо за напоминания, за рекомендации какие-то. Кто-то, возможно, обратит внимание на свое поведение. Но и мы напоминаем, что материальное обеспечение детей – это обязанность родителей вне зависимости от того, живут они в браке или нет. Детская комната – это очень важное помещение для ребенка. Она одновременно выполняет функции спальни, игровой комнаты, спортзала, а также рабочего кабинета. И каждая мама знает, как непросто навести здесь порядок. Но время уборки – отличная возможность весело провести время с ребенком. Для начала настройте ребенка на игровой лад. Предложите снарядиться в настоящую экспедицию по дому. Например, отличной подзорной трубой станет свернутый в трубку журнал или втулка от бумажных полотенец. Начните уборку с детской комнаты. Совет для мамочек. Чтобы превратить уборку игрушек в увлекательную игру, заведите для их хранения прозрачные пластиковые контейнеры. Каждый из них подпишите или нарисуйте смешные изображения. Теперь задача ребенка – отыскать пропавших животных и вернуть их домой. Таким же образом вы можете сделать гараж для машинок, кукольный дом, страну конструкторов и многое другое. Вы также можете попросить ребенка о помощи в протирании пыли на его столе, полках. Выбирайте яркие и интересные салфетки для уборки. Так процесс будет более интересен для ваших деток. Пока вы продолжаете влажную уборку на верхних полках, отправьте ребенка на поиски его игрушек в других комнатах. Но предупредите, игрушки в опасности, и у него совсем мало времени на их поиски. Так малыш не будет отвлекаться от процесса уборки. Если ваш ребенок не совсем маленький, вы можете предложить ему попробовать самостоятельно подмести пол. Не ожидайте невероятных результатов и не заставляйте помогать, если он отказывается. Но если юный герой захочет вам помочь, обязательно расскажите ему, какую большую помощь он вам оказал. И помните, ничего страшного, если ваш малыш не сразу научится уборке и потратит на нее очень много времени. Будьте терпеливы и помните, что главное – это развитие ребенка в процессе игры и ваше с ним живое общение. Это очень полезный сюжет, следует на него обратить внимание, пересмотреть, если что, его еще раз. Потому что, когда дома несколько детей есть, например, 2, да, они шумят, они активны, плюс еще все разбросано. Просто это же ты сознанием дела кошмар. говоришь, многодетный папа в будущем. Сегодня в Казани 2 интересные театральные постановки, и пусть это не премьерные спектакли, интерес к ним не угасает до сих пор. Ну а еще поклонников рока ждут 2 концертные площадки. Какие именно культурные события произойдут в нашем городе сегодня, подробнее в нашей традиционной афише. Комедия «Буф. Проделки Гульшаян» – это веселый спектакль, рассказывающий о первой красавице деревни. Озорная и неунывающая Гульшаян – предел мечтаний каждого мужчины. Только лишь одно препятствие видит деревенский Казановы на пути к ее сердцу. Это муж красавицы, ревнивый Ахмед. Однако, несмотря на все недостатки мужа, Гульшаян очень его любит и задумывает излечить благоверного от ревности при помощи одной хитрости.
Современные свахи утверждают, самый сложный клиент – это богатая невеста, ведь очень сложно угодить ее требованиям. Во времена Шекспира ситуация была такой же. Вот и красавица Катарина, старшая дочь купца Баптиста, совершенно не торопится замуж. Все свое свободное время она проводит, измываясь над женихами и третируя младшую сестру. Однако на ее строптивый нрав в конце концов находится свой любитель. Обедневший дворянин Петруччи берется превратить Катарину в ласковую домашнюю кошечку. К чему приведет их противостояние, всем давно известно. Однако наблюдать за этим все так же интересно. Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту. Ты сказала, ты знаешь, она живет там. Звездопад легенд российского рока ожидается сегодня. В Казани выступит группа «Чиж и компания» и «Сплин». Вот только концерты они дадут на разных площадках, а поэтому поклонникам рока предстоит сделать сложный выбор. И в завершении программы астропрогноз для 6 знаков зодиака, которые терпеливо ждали этой минуты. Весы. Посвятите вечер культурному отдыху, сходите в кино или театр. Ну а днем можно отправиться по магазинам за покупками. Предварительно подсчитайте денежные сбережения и побалуйте себя полезными предметами для дома. Скорпионы. Активные действия, направленные не только на решение деловых вопросов, но и задач, связанных с улучшением бытовых условий и обустройством жилища, дадут сегодня положительный результат. Но есть вероятность столкнуться с завистниками или конкурентами. Гороскоп обещает стрельцу массу аргументов за новую работу, которую нашел для него близкий друг. И не сомневайтесь в своих способностях. Уверенно идите вперед. Планы в личной жизни также легко воплотятся в реальность. Козероги, у вас хорошее время для повышения профессиональных навыков и обучения. Сегодня удачными окажутся действия для усиления авторитета, но стоит избегать крупных приобретений, долгосрочных инвестиций или серьезных торговых операций. Водолеи, вы сегодня можете встретить хорошего союзника или партнера. Контакты с людьми, чей опыт и знания не вызывают сомнений, помогут в делах тем, кто хочет добиться успеха. Однако вторую половину дня лучше посвятить отдыху, романтическому свиданию или походу на вечеринку. Какие приятные перспективы. Да. Рыбы, высокий энергетический потенциал и удачи будут сопутствовать типичным представителям знака, особенно в первой половине дня. Однако следует отказаться от стремления что-то резко поменять в своей жизни. Это не принесет желаемого результата. Лучше знать меру в своих стремлениях. Боже, какой пустяк сделать хоть раз что-нибудь не так. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Ну а вот что вас ждет завтра. В чем особенности исламского образования? Узнаем все нюансы. Приятного аппетита! Готовим правильный кофе в турке. В стиле «Как с помощью макияжа подкорректировать недостатки». Это и многое другое завтра в 8:10 на ТНВ. Еще раз напоминаем про погоду. Сегодня в Казани плюс 16 днем, ночью плюс 11. Дожди, возможны. Поэтому будьте готовы к ним. И ждем обещанного тепла. Так же, как ждите нас завтра в 8:10 на ТНВ. Ну а сегодня этот день начинали вместе с вами Светлана Звонарева, Влад Портнов. Хорошего продолжения дня. Увидимся завтра. Пока-пока.